Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитр Лукашук. І, як звичайно, наш стрим з ефіру можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Невядома де. Менавіта, як так от і не дзіўна, але ў Германії ёсць СМІ, якія называюць такім чынам Беларусь, невядома дзе. А ў Беларусі асобныя журналісты пішуць пра Германію выключна як пра краіну прыродных катаклізмаў. Якія СМІ у Беларусі і Германії вылучаюцца такой дзіўнай падачай інфармацыі, што ўплывае на фарміраванне вобраза Беларусі ў нямецкіх СМІ і наадварот, мы сёння і пагаворым пра гэта ўсё з маімі гасцямі ў студыі, гэта намеснік дырэктара Берлінскага цэнтра вывучэння ўсходняй Еўропы Дмітрый Стратіеўскі і эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. По-русски, чтобы Дмитрий лучше понимал, да? Да, пожалуйста. Я вот начал с такой подачи о том, что вот так вот достаточно интересно и необычно подается информация как о Беларуси в немецких СМИ, так и о Германии в белорусских СМИ. А как вообще узнали о том, вот изучали подачу информации, какое-то было исследование или откуда такие вот данные? Ну, этот вопрос, наверное, лучше адресовать авторам исследований. Да, больше рассказать для начала про исследования. Действительно, исследования делали я и моя коллега Катерина Шматина в Белорусском институте стратегических исследований. И нам казалось важным разобраться с тем, действительно, как через медиа формируются страновые образы, потому что, в общем, не секрет, что обычно люди получают информацию про другую страну все равно через свои национальные медиа, и там присутствуют разного повода искажения, какие-то просто потому, что СМИ, в общем, всегда упрощают, пишут там стереотипами про далекие, может быть, не очень интересные страны. А где-то это может быть, как мы в исследовании увидели, какая-то, возможно, более сознательная манипуляция. И нам было интересно понять, как это работает для Беларуси и для Германии, поэтому мы исследовали то, как 10 немецких СМИ популярных и достаточно разных пишут про Беларусь, и также изучали, как пишут белорусские СМИ про Германию. У нас были 5 таких основных из разных направлений. Это ОНТ, Белта, Белопан, Тутбай и Наша Нива. И изучали, исходя из, понятно, искали по названиям стран, что они про них пишут. И, собственно, благодаря этому исследованию мы смогли не просто получить какое-то общее представление о том, как в принципе это работает, но и получить конкретные проверенные данные. Мы видим, в каком проценте материалов, какого СМИ, какие темы освещаются. И я только сразу подчеркну, что наше исследование было направлено, мы изучали именно образы современных стран. То есть, если, например, речь шла просто про национальные спортивные команды, это, в общем, не говорило что-то о стране. И точно так же мы не включали в свой анализ материалы, которые касаются каких-то исторически более ранних государственных образований, например, то, что касалось там Речи Посполитой про Беларусь или там Третьего Рейха, потому что, конечно, там, особенно 9 мая, конечно, белорусские СМИ много пишут плохого про то, что было во Второй мировой, но это, в общем, ничего плохого не говорит о современной Германии. Дмитрий, и все-таки вот вы обычный, скажем, читатель немецких СМИ. Открываете газету, и чаще всего про Беларусь. Вот мы сейчас не говорим про исследования, а вот вы просто как человек читаете чаще всего, как про Беларусь подается. Это как последняя диктатура или вот как пишут о Беларуси? Чаще всего на страницах немецких газет нельзя вообще ничего найти о Беларуси. Да, чаще всего они не пишут. Да, потому что я не берусь называть какие-либо проценты, но я думаю, так по грубой прикидке о Беларуси пишут меньше, чем, допустим, о многих странах Африки и Азии. Но если брать политический контекст, то, безусловно, основное это критика. И еще немаловажно отметить, что Беларусь для многих немецких журналистов, политологов, аналитиков, для многих представителей экспертного сообщества воспринимается сквозь призму России. Часто можно увидеть статью о России,
в которой где-то в середине или в конце фигурируют еще несколько абзацев, так или иначе связанных с Беларусью. То есть Беларусь не является государством, которое находится непосредственно в фокусе внимания немецких журналистов и экспертов, и, к моему глубокому сожалению, во многом это касается и политики, и политиков, и тех лиц, которые принимают решения в немецком истеблишменте. А в чем причина? Вот мне давно хотелось, в принципе, в этом разобраться. Вы тут попались мне под руку в связи с этим. В чем причина? Почему вот так именно подается? Все-таки независимая страна уже давно. Конечно. Ну, Германия это не какая-нибудь там, я не знаю, там американская страна, там США там или еще где-нибудь, которая может быть... Россия, и тогда где-то вот там вот Беларусь. Знают, я думаю, немцы прекрасно, где находится Беларусь. Тем не менее, вот в чем причина такого отношения? Это все-таки то, что уверенность, что мы такие сателлит России, или вот как это понимать? Политики любят часто употреблять фразу про дорогу с двухсторонним движением. Она уже немножко так набила оскомину, но я тоже употреблю этот образ. Есть взаимная, я бы не сказал вина, а может взаимная ошибка, так, наверное, правильно будет выразиться, со стороны немецких политических элит в невосприятии Республики Беларусь как полностью независимого государства, как субъекта, а не объекта международной политики. И, с другой стороны, ошибка тех лиц со стороны Беларуси, которые занимаются или в силу своих обязанностей должны заниматься формированием образа государства за пределами страны. То есть, грубо говоря, имиджем продвижения Белоруссии как независимого государства, обладающего всеми соответствующими атрибутами, государства, которое может стать политическим, экономическим, культурным, научным партнером для Германии. То есть это взаимная ошибка, на мой взгляд. То есть вот даже, скажем, после 2014 года, когда мы тут заявили, что мы тут гарант безопасности, мира, когда начался тут в Минске переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, когда мы не признали официально оккупацию, скажем там, или как правильно назвать, Крыма России. Несмотря на это, все равно вот такое отношение. В 2014 году немцы узнали, где находится Украина. Это уже большой плюс, потому что даже на этот вопрос многие рядовые немцы ответить до 2014 года не могли. Да, безусловно, был короткий интерес. 2014-2015 год, это можно показать и по публикациям, если соответствующий период промониторить, но этот интерес быстро угас. Или, по крайней мере, стал намного ниже, практически сошел на нет. То есть в тот период, когда Минск показал себя в качестве новой, по крайней мере, новой для Запада миротворческой площадкой в Европе, причем в таком серьезном, тяжелом и кровопролитном конфликте, как война на Донбассе, естественно, интерес возник. Но сейчас интерес читателя или зрителя, скажем так, человека, консумирующего СМИ, это своего рода костер, в который надо периодически подкидывать дровишки. Если дровишки не подкидываются, костер гаснет. Поэтому сейчас, если мы говорим о 2019 году, интерес... он минимален и практически не выходит за пределы каких-то общественных организаций, которые так или иначе связаны с Беларусью. Допустим, германо-белорусское общество, есть культурные организации, есть люди, специализирующие на туризме в Беларусь, но это единицы. К сожалению, это так. То есть даже вот последние вот эти недоразумения между Минском и Москвой по поводу там нефтегазовых этих цен, там всего такого, когда встал вопрос о том, что там, Беларусь станет субъектом Российской Федерации, независимости, или, может быть, тут национализируют трубу и не будет нефть поступать или газ поступать в Германию. Даже вот это не подогрело интерес. Это подогрело интерес, но опять же в другом ключе. Опять мы говорим о восприятии, скорее, отношений между Россией и Западом. Да, это не входило по понятным причинам в рамки исследования, которые мы обсуждаем, но сейчас, в январе 2020 года и буквально 1 февраля вышло довольно много публикаций, в частности, крупная, консервативная, влиятельная газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
напечатала, по-моему, с промежутком в 2 дня 2 довольно больших статьи, где фигурировала Беларусь о визите Помпео. Но если мы внимательно посмотрим на эти статьи или даже на их заголовки, мы видим, что везде фигурирует Россия. И даже там, где Россия не упоминается, она, как, скажем так, незримой тенью является тоже частью восприятия и частью, скажем так, построения даже самих предложений авторства данного журналиста. Даже когда говорят о Беларуси, подразумевают Россию. Ну вот вы тут меня упрекнули, что не входит это в исследование, но я же вас сразу предупредил, что вот попались вы мне, так я тут уже и буду то, что хотел. Вернусь к исследованию. Вадим, и все-таки вот я начал с фразы о том, что есть в Германии СМИ, которые пишут, называют Беларусь неизвестно где. Вы вычислили, что это за СМИ такое вот в процессе вашего исследования? Действительно, мы встретили, это был интересный момент, был материал, посвященный, начинал с истории наполеоновских войн, когда журналист ездил в современную Беларусь на эти места сражений, смотрел на, там, удивлялся, какие вот такие грустные белорусские деревни, немощенные дороги, говорил, удивительно, что события так важные для истории Европы происходили вот в таком вот неизвестно где, в центре ничего. Действительно, оставив небольшой такой, как живая наша цель, конечно же, привлечение, оставив небольшую зацепочку подробнее про немецкие СМИ, чтобы о них могла поговорить моя коллега Катерина Шматина у нас сегодня в 7 часов в галерее «Арт Беларусь» презентация исследования, и сможем рассказать подробней. Но я бы хотел продолжить то, о чем сейчас говорил Дмитрий. Действительно, вопрос это привлечение внимания. Исследование одно из того, что мы исследовали, мы изучали материалы, где упоминаются страны. Это материалы иногда либо связанные с обеими странами, ну, например, когда пишут там о каком-то визите немецких политиков в Беларусь. Или материалы просто про страну, например, да, визит Помпео, как бы там не было немцев в этой делегации, скорее односторонний. И мы видели, что в белорусских медиа примерно 3/4 материалов, связанных с Германией, это материалы односторонние про Германию. То есть какие-то события происходят в Германии, и они интересны с точки зрения белорусских СМИ, белорусским читателям сами по себе важны. Будь то это какие-то новости про технологии, что-то сделали в Германии, или про политику. И в немецких медиа мы наблюдаем обратную ситуацию, что те же примерно 3/4 материалов – это материалы взаимные, то есть если что-то происходит, то связано с Германией, в Беларуси или связано с Беларусью, тогда да, это интересно. А материалы просто про Беларусь или вот просто, например, про визит Помпео без связи прямой с Германией, они встречаются действительно значительно реже. И, с одной стороны, это совершенно объяснимо, и было бы, наверное, удивительно, если бы вдруг там, немецкие медиа писали про белорусские технологии так же сильно, как белорусские медиа про немецкие технологии. Но, и, наверное, понятно, даже что белорусскому посольству не может себе ставить цель уравнять вот такой баланс, но, безусловно, здесь есть над чем работать, потому что действительно, мне кажется, это всегда надо спрашивать там самих себя, со страны, если Беларусь хочет, чтобы о ней говорили в немецких медиа более объективно, более разносторонне, показывали разные интересные направления, во-первых, надо самим для этого что-то делать. Например, у нас есть многолетняя практика, когда мы приглашаем пресс-туры российских журналистов. И, безусловно, там есть много к ним вопросов, и, наверное, надо стараться в пресс-туре людей удивить какими-то хорошими условиями работы и хорошим доступом к эксклюзивной информации, а не просто там от президента подарить президентскую водку и шоколадку, как это у нас бывало. Но само направление, идея, что мы можем на государственном уровне, в принципе, организовывать такие пресс-туры, мне кажется, тот факт, что мы их делаем уже системно много лет только для российских журналистов, это скорее такой некоторый атовизм в белорусской политике на этом направлении. И вполне могли бы делать то же самое и с европейскими журналистами, и здесь не было бы никаких проблем. Просто только надо над этим работать и понимать, что да, материалы бывают и критичные, и это нормально. Ну и, кстати, второе направление – это то, как сами белорусские медиа пишут про Германию, потому что, конечно, мы еще это затронем, почитав некоторые из них, действительно начинаю задумываться, как после этого белорусские власти еще там критикуют другие СМИ за необъективность, когда сами представляют весьма оригинальный иногда образ Германии, в частности. Ну вот сейчас стало обидно даже за организаторов
пресс-туров для российских СМИ, там водка, президент, шоколадка, а фуршет? Они так старались, да? Ну, ты забыл про фуршет такой хороший. Да, там еще была черная икра. Я даже не знаю, как метафорически назвать более дорогой продукт, который можно пытаться закормить журналистов. Да. Это, наверное, не самый эффективный путь. Ну, я тебе скажу, что, в принципе, это подход любых журналистов любых стран. Вот у меня есть коллеги, скажем, там с France Press или там с польских СМИ, которые говорят, там, вот такое-то мероприятие, а там что-то с Польшей будет связано, там, или с Францией будет связано. Ну, тогда я не пойду, раз там ничего такого нету. Или, скажем, нам приходит партнерский материал от ребят, там, скажем, из Казахстана. Вот такая вот у них там вот тема, вот, а там что-то с Беларусью связано есть? Нету. Ну, мы не будем ставить. Конечно, конечно. Это вопрос, да, профессионализма работы. То есть, если мы хотим привлечь немецкое внимание, стоит подумать, да, какие, например, у нас будут совместные информационные поводы. Будет тоже, например, вот тот же Минский форум, где как раз в этом году и наш институт тоже был белорусским партнером, и который как раз хорошо привлекал внимание белорусских медиа в том числе, потому что, да, это была очень понятная повестка. Но это мероприятие, которое неофициальный Минск организует. Поэтому, мне кажется, да, вот вопрос понимать, как работает медиа, и понимать, что им интересно, и как заинтересовать, это важное направление для того, чтобы улучшать представление Беларуси и в европейских, и в частности, в немецких СМИ. Да, причем представительства других стран СНГ, даже небольших, они систематически работают с немецкими СМИ. То есть практика приглашения представителей СМИ, журналистов, которые работают по тому или иному профильному направлению, на фуршеты или просто по немецким традициям, пиво, жареные колбаски. Летом приятно где-нибудь собрались в зеленой зоне территории посольства, пообщались. То есть эта практика срабатывает. Это не значит, что журналиста можно подкупить пивом и колбасой, но в непринужденной обстановке, и это понятно любому пишущему человеку, можно пообщаться на совсем другом уровне, чем при галстуках в закрытой студии. Ну да, и журналистов такие встречи привлекают в первую очередь не колбасками и пивом, а именно возможностью так вот тет-а-тет поговорить с серьезными людьми, получить от них какую-то информацию, которая может быть так она no records, но может послужить как бы толчком для разработки какого-то материала. Я вернусь вот до этой вот истории, к этой истории, которую рассказал Вадим по поводу неизвестно где. Вот они уцепились за вот это. Где-то в одном материале один журналист вот так вот один раз вот высказался. Но можно ли считать это какой-то тенденцией, что среди, ну, даже не большинства, а среди каких-то там определенных количества СМИ, журналистов отношение к Беларуси вот именно такое, как неизвестно где, неизвестно в каком месте? Я могу обрадовать или разочаровать белорусов, в зависимости с какого угла зрения это воспринимать. Я думаю, что речь шла о немецком слове «Niemandsland». Оно употребляется, в принципе, по отношению к любой малоизвестной стране. Это своего рода журналистский штамп, и заголовки со словом «неизвестно где» выходили о самых разных государствах, начиная с Молдовы и заканчивая Таджикистаном. То есть это не некий такой эксклюзивно негативный бренд государства Беларусь. Я думаю, если мы в одной компании с Таджикистаном, тогда, в принципе, все норм, в общем. Можно расслабиться, да? Но в целом, да, и если мы, опять же, еще раз выйдем немножко за рамки исследований и посмотрим публикации 2018 года, которые я сейчас припоминаю, в Die Welt тоже была большая статья, довольно-таки, я бы сказал, с некой даже философской подоплекой о Беларуси. Автор размышлял о прошлом, о настоящем, пытался даже в чем-то заглянуть в будущее, говорил об архитектуре сталинского ампира, обо всем. И статья заканчивается словами: «А что мы знаем о Беларуси, а не знаем мы ничего». То есть не то, что неизвестно где, а у нас отсутствует информация. Это даже своего рода месседж, я бы сказал, даже позитивный месседж немецкому читателю: интересуйтесь страной. Тем более мы говорим о Германии, стране весьма консервативной в читательских преференциях. Это до сих пор самый большой медиарынок Европы именно печатных СМИ и второй по величине в мире после США. Немцы до сих пор покупают газеты, читают, выписывают их. Поэтому как раз на немецком рынке
даже если мы не будем говорить об очевидных преимуществах Германии как мотора Евросоюза, крупного государства, с которым так или иначе нужно выстраивать политические отношения, даже в этом плане важно работать с немецкими журналистами и принять своего рода эстафетную палочку вот этого неизвестно где, для того, чтобы все-таки что-то стало известно. Знаете, вот я сразу вспоминаю, когда вот бывает меня упрекают, а вот почему вы не пригласили нас на эфир, вот мы просказали, у нас такое там интересное мероприятие, такая интересная там работа или книга или еще что. Я говорю, а я откуда знаю? Правильно. Почему вы мне про это не сказали, что у нас готовится такое? Я бы с удовольствием. Так и тут. Вот вы сказали про работу, там, скажем, диппредставительства какого-то, там, скажем, белорусского, там, в Берлине, там, где, или где-то еще. Собрали там журналистов, там, поставили там чай, кофе, пиво и сказали, ребята, а у нас вот там, вот, ну, я не знаю, там, вот там ПВТ, или там вот у нас там День воли будет проходить, или там еще что-нибудь. Немецкие журналисты посмотрели, сказали, а может и вправду, почему бы вот не съездить, не посмотреть, не написать, а так, не зная такие, действительно, чего ехать в ту Беларусь, когда там вроде ничего интересного нету. Вот в преддверии европейских игр была довольно сильная кампания. Была красивая, большая презентация, даже двухдневная, европейских игр в Берлине. Первый день был посвящен больше, скажем так, политикам, экспертному сообществу, а второй большой открытый прием с участием известных немецких спортсменов уже был открыт для всех, кто так или иначе интересуется Беларусью, или, по крайней мере, тех, кто есть в пресс-рассылке посольства Беларуси. То есть, да, что-то делается, но всегда мы можем говорить о том, что нужно делать еще что-то. Нужно проводить, действительно, и, на мой взгляд, здесь больше вопросов именно к Министерству иностранных дел Беларуси. Не к отдельным представительствам, которые не обладают бюджетом, которые так или иначе связаны, следуя тем или иным указаниям и инструкциям. На мой взгляд, я не хочу ничего навязывать Министерству иностранных дел Республики Беларусь, но здесь бы не помешала какая-то национальная программа по систематическому формированию позитивного и многогранного имиджа государства за рубежом. Пока этого нет. Ну, мне кажется, если мы действительно важно в каких-то шагах, в таких направлениях двигаться, и поэтому, в том числе, когда мы начинали наши исследования, мне кажется, в чем одна из таких важностей, иногда, глядя, вот, говоря, например, там, о белорусском имидже в Германии, ну, наверное, вот по итогам этого мероприятия, например, про европейские игры, наверное, были какие-то публикации, и их можно, наверное, там, какому-нибудь работнику посольства собрать в каком-нибудь отчет, показать, а вот, смотрите, как хорошо. Но в том числе поэтому нам казалось важным это исследовать, и для того, чтобы мы, говоря о таких вещах, действительно базировались уже на проверенных данных, на большой выборке, там общая выборка будет там, несколько сотен, если говорим, материалов и белорусских, и немецких, для того, чтобы мы действительно видели, как представлена Беларусь, как в Германии, как представлена Германия в Беларуси, о каких темах действительно пишут, в каком ключе пишут. Потому что, ну, глядя на это, я думаю, тут и для, наверное, и для белорусского посольства в Берлине можно сделать какие-то интересные выводы. И, в общем, тоже касается посольства Германии в Беларуси. Мне кажется, тоже для не глядя вот на то, как белорусские СМИ говорят о Германии, я думаю, Германия, возможно, тоже хотела бы несколько другой имидж, не только такой, как есть сейчас. Вот, кстати, об имидже, да. Это был такой наш ответ Чемберлену, да. Я понял. Про том, как в белорусских СМИ подается Германия. У меня складывается такое впечатление, вот тут уже развенчали вашу тезу о том, что тут неизвестно где во всех немецких СМИ про Беларусь говорят, так и в белорусских СМИ о том, что про Германию пишут исключительно как про страну природных катаклизмов, а когда про Германию в ключе о том, что вот эмиграция, то только криминал и все такое. Ну вот где такое? Вот я не знаю, я читаю, но что-то не встречал. Чтобы исключительно вот такая подача была. Смотрите, действительно, конечно, как всегда, в презентацию мы самые такие жареные, желтые вносили заявления. Конечно, есть да, очень... Но ничего на самом деле такого нет. Нет, на самом деле есть. Потому что, безусловно, вопрос, какие СМИ. Потому что есть действительно разные материалы. Например, если вот мы уже начали с темы миграции, действительно могу сказать, что в исследуемый период на телеканале ОНТ 100% новостей, связанных с Германией и с миграцией, были связаны с криминалом.
это либо новости про преступления, которые делали мигранты в Германии, кого-то напал, ограбил, убил, либо это новости, направленные про преступления против мигрантов, какие-то ксенофобские, кто-то там наехал на прохожих, всех расстрелял. Напал, ограбил, убил. Да, только теперь уже антимигрантов. И действительно, я это не ожидал такого результата. Я думал, телеканал ОНТ несколько более равномерно это делает. Но да, действительно, 100% новостей именно такие. При этом мы на телеканале ОНТ мы не встретим, например, материалов, связанных с миграцией белорусов в Германию, как им живется, какие есть истории, а какие есть условия, то, в каких по социальному обеспечению живут мигранты, какие, например, есть возможности мигрантов развиваться в немецком обществе. И все эти новости мы встречали в негосударственных медиа, мы все это видели, например, на Белопане, на Тудубае, на нашей Ниве, материалы и про то, как в Германии как раз тогда впервые мигрант был избран мэром одного из городов, смог в общем, дорасти по такой открыто общественно-политическая карьера, и новости про белорусов, которые в Германию устраиваются, начиная там от просто про тех, кто уехали врачами, устраиваются врачами, и заканчивая на нашей Ниве было про внука Захаренко, который там хочет служить в немецкой полиции. Каждый со своей стороны это видит. Но действительно, да, на ОНТ мы такого не видим. И если про катастрофы, это тоже то, что, наверное, то, чем выделяется ОНТ даже на фоне Белты. Белта скорее пишет больше, у Белты самый высокий среди всех белорусских СМИ процент материалов, посвященный дипломатическим контактам. И из-за этого там такой нейтрально-позитивный тон протокольных бесед. Дипломаты встретились, поговорили. Кто-нибудь немецкий оценил, хорошо высказался про минские переговоры, например. Да, это все в Белте будет. Хотя, кстати, да, при этом, например, новости про какую-то критику со стороны немецких политиков, это будет только на Белопане. Белты такое в ленту не пустят. Но так вот, на этом фоне удивительно, как телеканал ОНТ – это единственные медиа, где очень много новостей либо каких нейтральных, либо отрицательных, связанных с криминалом и происшествиями. И я, честно говоря, сам был удивлен, ведь если мы посмотрим телеканал ОНТ и подумаем, что мы знаем про Германию. Выглядит Германия страна катастроф. Наверное, ОНТ не говорил только про землетрясения и извержения вулканов в Германии. Все остальное их там было. нет просто, да? Да, все остальное было. Были новости про, значит, если зима, значит, снегопады, град, снежные заторы, всех убивает. Весна будут наводнения, всех смыло. Лето будут, значит, лесные пожары, удары, молнии. Если новости про транспорт, там были про аварии автомобилей, аварии кораблей, аварии самолетов. И правда, когда ты начинаешь читать, исследуя все вместе, странное ощущение, как будто бы Германия такая. Хотя при этом мы видим, что в тех же белорусских и государственных, и негосударственных СМИ, конечно, в целом про Германию популярна тема технологий, бизнеса, то, что мы в первую очередь думаем о Германии, о том, какие передовые технологии, будь то просто интересные или связанные с Беларусью. И такие искажения, они, мне кажется, они что-то говорят о тех СМИ, которые используют такие методы, и какую они формируют картину мира. Говорят то, что и эти люди будут нас учить стандартам журналистики. 100%. Про это показалась уже новость ОНТ очень с колоритным заголовком, которая называлась «Когда дома лучше?». Опубликован рейтинг стран, где, значит, плохо белорусам. Там был какой-то топ-20, из них была Германия. И мне кажется, в этом заголовке, как его ОНТ формулирует, есть такой очень вполне понятный месседж. Смотрите, как там плохо, не надо туда ехать. Уважаемые врачи, не мигрируйте врачами в Германию, не надо, смотрите, там наводнения, там пожары. Оставайтесь в Беларуси, у нас так прекрасно. И такие, мне кажется, некоторые манипуляции. И не покупайте немецких машин, покупайте «Ладу» российскую. Покупайте белорусские «Джили», Смитер, как так не патриотично? Сори. Один эфир по-русски, и все, и покупайте «Ладу». Ну, как легко, как говорится. Ну, мы так попытались разобраться все-таки, что влияет на формирование таких образов, как Беларуси в Германии, так и Германии в Беларуси. Но все-таки как улучшить ситуацию, кроме таких дипломатических приемов с колбасками и пивом?
Да, я думаю, что кроме приемов с колбасками и пивом, тут мало что можно сделать в практической плоскости. Ни одного читателя в мире нельзя заставить потреблять ту или иную информацию. Журналист так или иначе учитывает мнение читателя. В Германии довольно многие журналисты работают фрилансерами. Даже крупные редакции газет не могут себе позволить большой штат. Сегодня человек пишет о Беларуси, завтра он пишет о Никарагуа, послезавтра он пишет о Южной Африке. То есть становится все меньше и меньше людей, которые специализируются не только на определенной стране, но даже на определенном регионе. Или мы говорим действительно о крупных акторах мировой политики, США, Китая, Россия, Евросоюз, да, там остаются еще специалисты. Поэтому тут не нужно ждать милости от природы и ожидать некого чуда, что в немецком обществе проснется интерес к Беларуси. Этот интерес надо завоевывать. Это единственный метод. Слушайте, а вот, может, не пишут в Германии о Беларуси, и это хорошо? Ну, в смысле, это показатель... Белорусская, может, так и треба, да? Нет, ну, типа того, что, ну, может, это показатель того, что, ну, ничего такого не происходит, тихая, спокойная, стабильная страна. Ну, смотрите, о чем мы в первую очередь сразу во всех новостных лентах скажем из США? Если где-то очередной террорист там где-то кого-то застрелил, захватил торговый центр, в школе еще что-нибудь произошло. Ну, в первую очередь, трагедии. А тут ничего не происходит, трагедий нету, спокойно, нормально. Нет, ну все в этом мире взаимосвязано. И СМИ в такой стране, как Германия, это в том числе и важный фактор давления на властные элиты. И своего рода индикатор того, что важно и что не важно. Если Белоруссии нигде нет, если действовать действительно по принципу «моя хата с краю», то и политики не будут интересоваться этим государством. В этом-то весь вопрос. К этому можно добавить туризм, к этому можно добавить бизнес. Это очень многогранная ситуация, состоящая из множества мозаики. И в этом пазле каждая мозаика зависит друг от друга. Если не будут писать, не будут замечать. Это плохо. Действительно, и мы понимаем, что вот так по своим национальным медиа про ситуацию в другой стране картину уже формируют не только там просто обыватели, но и политики тоже видят то, что видят. И мне кажется, в этом довольно интересно то, что мы заметили, глядя на белорусские СМИ. Был материал Белта, где, по сути, цитируется Лукашенко, когда он говорит про то, что вот как раз, о чем говорили, они-то нас учат демократии. Говорят, все эти европейские страны учат нас, что говорят про демократию, а вот... А сами вон как демонстрации разгоняют. Да, и вот Лукашенко говорил так, что и вот до чего, значит, достукались, что в Германии уже школьницы боятся девочки ходить в школу в юбках. Это же до чего, казалось бы, Германия такая страна, до чего со своей демократией дошли. И, ну, можно, конечно, эту фразу воспринимать просто как такую чистую там, пропаганду и сознательную манипуляцию, но мне кажется, это ведь во многом тоже отражение вот этого взгляда через СМИ, потому что, да, если смотреть новости ОНТ, тоже вот можно увидеть какую-то там, конечно, материал не выдерживает никакой критики. Какая девочка, какая новость, как это связано с демократией. Боятся ли девочки ходить в школу в юбках? Я боюсь, Дмитрий скажет, что девочки все-таки ходят в школу в юбках. Девочки ничего. ходят в школу в юбках. У меня 2 дочки школьного возраста, могу это подтвердить. Все ходят, да. С демократией не достукались. Нет. Ну, в принципе, вы правы. Вчера, когда я ехал из аэропорта, таксист спросил, вы давно живете в Германии? Я говорю, давно. Второй вопрос, и как там мигранты? То есть это первая ассоциация, которая всплыла у человека. Да. Мигранты. И мигранты, он вспоминает не то, как, например, мигранты вносят, какой они вносят вклад в немецкую экономику, в немецкую культуру, в немецкое общество. Подожди, это, кстати, важный вопрос. И как там мигранты? Я сказал, что мы их практически не замечаем, потому что мы, скажем так, есть те, которые так или иначе влились в общество, интегрировались, есть те, кому это еще не удалось, но это... скажем так, для рядового немца это не входит в топ-5 насущных вопросов. Для праворадикальных партий, да, безусловно, они пытаются это педалировать. Но рядовой немец, его интересуют совсем другие вопросы, чем как там мигранты. Кстати, коллеги, если можно так сказать, из ОНТ, вот человек, который вам лучше расскажет про мигрантов, чем ваши эксперты, если они у вас там вообще были. Все-таки какова
На чем... Да, завершая позитивной ноте, почему-то все это не только на мигрантах, мне кажется, с одной стороны, конечно, хорошо, вот, чтобы был там имидж такой страны, где тихо, спокойно, нет там каких-то фантастических происшествий плохих, которые хотелось бы писать. Но, конечно, обратная сторона, если настолько тихо, спокойно, что вообще ничего не писать, ну, наверное, может быть, я не знаю, там про какие-нибудь швейцарские деревушки в Германии можно ничего особенно не писать, и немцы и так будут знать, что там тихо, спокойно и хорошо. Наверное, про Беларусь все-таки не совсем так, хоть мы и пытаемся быть такой восточноевропейской Швейцарии. Поэтому, мне кажется, да, писать надо, и вот один из, наверное, таких позитивных рекомендаций по итогам исследования – это я ожидал увидеть гораздо больше материалов, в общем, это касается и белорусских, и немецких медиа, посвященных каким-то новостям культуры и возможностям взаимного туризма. По сути, вся эта тема за прошлый год свелась к тому, что был открыт новый рейс Белави из Минска в Мюнхен прямой, и какие это открывает возможности, и это, конечно, чудесно, но, наверное, этим не ограничивается туристический потенциал, потому что здесь действительно есть и про что рассказывать, и то, что может быть интересно, причем, я думаю, как белорусам в Германии, так и немцам в Беларуси, и мне кажется, то, в чем, в общем-то, все заинтересованы в развитии этого. И мне кажется, тут есть много программ, хватает мирового опыта, когда страны хотят себя позиционировать как какое-то туристическое направление, и когда для этого активно работают и с медиа, и с блогерами, делают разные вещи. Поэтому это вопрос, опять же, для работы. И мне кажется, для тех же посольств, если они хотят для того, чтобы туризм развивался, тут очень много направлений по работе с медиа. Каб яны больш працавалі. Ну вось на таких парадах, як нямецкім, так і беларускім дыпламатам мы і спынемся. А хто больш хоча даведацца, то, калі ласка, прыходзьце сёння на прэзентацыю гэтага даследавання, у якім возьмуць удзел намеснік дырэктара Берлінскага цэнтра вывучэння ўсходняй Европы Дмітрый Стратіеўскі і эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка, ну і яго калегі таксама. Дзякуй вялікі, для вас працаваў у студыі Зміцер Лукашук.